Первый зампредседателя правительства Коми Игорь Булатов провел заседание межведомственной рабочей группы по организации в Коми онлайн-голосования за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды в 2022 году. Выбор тех самых территорий будет организован с 26 апреля по 30 мая на сайте 11.городсреда.ру. От нашего региона участвуют 7 городов. Это Сыктывкар, Ухта, Усинск, Сосногорск, Воркута, Печора, а также Инта. Подробнее о том, что планируют преобразить в последний, знает Евгения Кладкевич. Бесчисленные кочки, ямы и ухабы. Прогуляться с комфортом по улице Мира – одно из главных в Инте. Местным не удается уже много лет. Изжитые тротуары требуют капитального ремонта. Впрочем, порой неприятную пешеходную зону преодолевать все-таки приходится. Я сама хожу, я работаю на Мира 42 в парикмахерской. Ноги, я 2 раза уже падала, спотыкалась об эти бугорки. В 2019-м тротуары по улице Мира все-таки начали ремонтировать. В планах работу продолжить. Данная территория – одна из 15 предложенных на голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды на 2022 год от Инты. И, как показывает практика, на всех объектах одна и та же проблема – отсутствие качественного асфальтового покрытия, что сильно сказывается на комфортной жизни горожан. Например, еще одна из самых проходимых – улица Горького и прилегающая к ней площадь Ленина – также включены в перечень. Это является, наверное, достопримечательностью нашего города. Поэтому я думаю, что нужно было бы устраивать. Голосовала бы я, чтобы больше было чистоты, порядка, озеленения. Что бы я сделал? Это посадил сосенки красивые, много сосенок. Можно было, знаете, как это чтобы школьники помогли, содействовали. Люди желающие, я бы сам вышел. А еще площадка около администрации, дворовые территории, площадь Комсомольская, парк культуры и отдыха, участок возле легендарной водонапорной башни. Обновление асфальта требуется и на автодороге по улице Мира, за исключением дорожного покрытия. Дополнительно в рамках благоустройства планируются работы на месте снесенного многоквартирного дома 24 по улице Кирова. Строение демонтировали еще 7 лет назад, и вот, наконец, родилась идея по благоустройству площадки – создание рекреационной зоны со скамейками, освещением, пешеходными дорожками и детскими качелями. У нас весь этот проект формирования комфортной городской среды, так скажем, своими словами, он заточен на мнение граждан. То есть это все делается только с учетом мнения самих граждан, проживающих в конкретном населенном пункте. И поэтому у нас ранее мы проводили, так скажем, голосование на страничках главы, в соцсетях, ВКонтакте можно было голосовать. В этом году все гораздо проще. Единое для всех голосование организовано на федеральном портале za.городсреда.ру. Из 15 предложенных территорий в Инте в результате будет выбрана лишь одна. Поучаствовать в судьбе родного города местные власти призывают каждого. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. Помогать в его проведении будут волонтеры. Особое внимание активисты уделят пенсионерам, которые, возможно, в силу нечастого пользования интернетом не смогут разобраться в голосовании самостоятельно. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.